которые вообще все против нас. Это 31 число, и вы знаете, что это, наверное, самый хлопотный день в году. И несмотря на это, вы пришли сегодня сюда, за что вам низкий поклон, слава Богу. Каждый расставляет свои приоритеты сам. Второе, у нас на улице свежо, 44, плюс ветерок такой легкий. Дует свежий бриз, и еще раз, знаете, когда люди на Западе, они рассуждают, что да не, у нас 20 с ветром, это такие же, как 40 у вас. Мне всегда хочется спросить, а вы пробовали, чтобы так рассуждать? Поэтому вы большие молодцы, что пришли сюда сегодня. Давайте мы будем делать то, ради чего мы здесь собрались. Мы будем совершать богослужение. Давайте поднимемся на наши ноги, мы помолимся, благословим это собрание, прославим Господа и будем совершать богослужение. Отец Небесный, Господь, мы приходим к Тебе в этот морозный день с надеждами в наших сердцах, Господи, с надеждами на то, что Ты будешь и в следующем году вести нас так же, как Ты вел нас до сего дня на протяжении всей нашей жизни. Господь, мы отдаем это собрание в руки Твои и просим Тебя, Господь, о Твоем благословении, о Твоем помазании, Господь. Я прошу Тебя, Господи, пусть никто из этого собрания не уйдет равнодушным, Господь. Пусть Твое присутствие, оно будет осязаемо на физическом уровне, Господь. Пусть каждый что-то переживет в сердце, что Ты хочешь дать, Господь. Господь, кому нужно ободрение, пусть будет ободрение. Кому нужно утешение, пусть будет утешение, Господи. И пусть у всех будет надежда, Господь. Отец, мы отдаем это собрание в руки Твои и ожидаем, что Ты будешь двигаться, как Ты того хочешь, как Ты того желаешь, Господи. И мы здесь собрались, чтобы прославить Тебя и послужить Тебе, и чтобы Ты послужил через нас, нашим братьям и сестрам во Христе. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Давайте мы дадим Ему аплодисменты и прославим Господа. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя, в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя,
Возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче. возглашаю громче, В присутствии врагов моих возглашаю громче, и вижу я, как тьма бежит. возглашаю громче, Мое оружие хвала, возглашаю громче. за нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя, 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 воскликну аллилуйя. Воскликни! Аллилуйя тебе наш Бог! Есть хвала, ее не удержать, сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. Вера есть, как пламя горит она, радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Если буря сильна, громче песня моя. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес. Уйдурукинда топ-топ-топ, beni güvence bıtulupat, irabını libin. Ütegen eye berinde, yürüten karanga kekodar, irabını libin. Burka oto tugar, Niren kutular, burka orto tukar, niren kutular. Kolas nere kedegemi, yehalana direten direten. Kolas nere kedegemi, yehalana direten. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простирая до небес.
Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Еще громче! Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно, буду вечно петь тебе. Аллилуйя! Возвысь свой голос для Господа, мы славим Тебя, наш Бог. Каждый день открывает двери Царства Твоего. И когда мы в это верим, нам возможно все. Каждый день все пути открыты, выбирай любой. Дай нам, Боже, благодати выбирать любовь. Открывает двери Царства Твоего. И когда мы в это верим, нам возможно все. Каждый день все пути открыты, выбирай любой. Дай нам, Боже, благодати выбирать любовь. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя, пусть открывает нам любовь Твоя. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя, пусть открывает нам любовь Твоя. Каждый день приближает вечность, ярче свет вдали. Не дай нам, Боже, впасть в беспечность, в объятия земли. Дай всем сердцем устремиться к вышнему огню и лететь в душе, как птицы, к Царству Твоему. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя, пусть открывает нам любовь Твоя. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя, пусть открывает нам любовь Твоя.
творишь, хочу творить и я. Что видишь ты, что в сердце у тебя, пусть открывает нам любовь твоя. Любовь твоя живет внутри меня. Что ты творишь, хочу творить и я. Что видишь ты, что в сердце у тебя, пусть открывает нам любовь твоя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех. Кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все, все, что мне надо. Знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех. Кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все.
тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Скажите слова ему. Все, что мне надо. Иисус. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит. С тобой пусть пребудет, даст в сердце мир. Да пребудет с тобой Бог, да презрит Он лицом своим на тебя, защита пусть будет, даст в сердце мир. Аминь.
пребудет Божья милость среди тысяч поколений в Твоем роде, в Твоем доме, в Твоих детях и в их детях. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в Твоем роде, в Твоем доме, в Твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох Твой, каждый выдох, каждый вход Твой, каждый выход. Он откроет, Он с Тобою ранним утром, поздней ночью. Он Твой воздух, Твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в Твоем роде, в Твоем доме, в Твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох Твой, каждый выдох, каждый вход Твой, каждый выход. Он откроет, Он с Тобою ранним утром, поздней ночью. Он Твой воздух, Твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Будет рядом, не оставит. Аминь, 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 хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой. Пусть пребудет, даст в сердце мир. Да будет мир в каждом сердце, Божий мир. Аллилуйя. Слава Богу, Господь, благодарим Тебя. Господи, мы просим Тебя в этот последний день уходящего года, который был таким сложным, Господь, для всей страны, для многих людей, Господи. Мы просим Тебя о Твоей милости, Господи. Просим Тебя о Твоем благословении, Господь. Прежде всего, Господи, мы просим Тебя о каждом человеке, у которого есть какой-либо недуг в нашей церкви, Господи. Если есть какая-то болезнь, Ты чувствуешь у себя сейчас здесь, кто присутствует, просто положи руку на ту часть тела, на тот орган, который у тебя болит, и мы будем молиться сейчас. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого, кто находится здесь в зале. Также каждого человека в нашей церкви, которых нет по какой-либо причине, Господи, где бы они ни находились. И мы просим Тебя о божественном здоровье, Господи. Мы просим Тебя о чуде, Господь, в эту новогоднюю ночь. Господи, я провозглашаю полное исцеление, Господь, в жизнь каждого человека. Иисус, Он в том числе умер из-за болезней. Он все убрал, не только грех, но и все болезни. Господь, и мы принимаем это в свою жизнь. Господи, прямо сейчас я провозглашаю во имя Иисуса Христа: будь здоров, будьте здоровы во имя Иисуса, каждый. Аллилуйя, Господи. Может быть, ты долгое время сражался с какой-то болезнью,
Бог говорит, что есть исцеление для тебя. Просто прими это во имя Иисуса. Я провозглашаю божественное здоровье и запрещаю всякой болезни именем Иисуса Христа. Наш Бог, Он великий Бог. Наш Бог, Он силен исцелять, Он силен творить чудеса. И мы верим в Него. Господи, мы просим Тебя также о каждой церкви в нашем городе, в нашей республике, по всему Дальнему Востоку и вообще в России, Господи. Много поместных общин, Господи, но у Тебя одна церковь. Мы не проповедуем церковь, мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Господь, я прошу Тебя, пусть каждая община, она войдет в Твое предназначение, в Твое помазание. У каждой есть какая-то особенность, как и у каждого человека, Господь. Но есть одно великое поручение. Идите и научите все народы. Идите и проповедуйте, Господи. Пусть каждая церковь, она помнит это и занимается тем, к чему Ты призвал ее. Во имя Иисуса, Господи. Господи, мы просим Тебя за руководство в каждой церкви, за лидеров, за пасторов. Приносим перед Тобой нашего епископа в Северо-Восточном Союзе Андрея Манжосова, а также руководство Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской и начальствующего епископа Сергея Васильевича Риховского. Господи, благослови их. Дай им мудрости, Господи. Веди их дальше, Господь. Господи, мы просим Тебя, устрой все на бытовом уровне также. Пусть ничто не отвлекает от служения, Господь. Пусть всему сопутствует, Господи. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за власти светские в нашем городе, за мэра, за главу республики. Мы просим Тебя за правительство Российской Федерации, за президента. Следующий год у нас важный. Будут выборы в стране, Господь. Мы отдаем все в Твои руки и уповаем на Тебя, Господи. Написано, что нет власти ни от Бога, Господь. Но мы просим Тебя, чтобы наша власть, она была угодная Тебе, Господь. Чтобы наша власть, она также продолжала отстаивать семейные принципы, библейские принципы, традиционные ценности, Господи. Несмотря ни на что, несмотря на все давление, которое есть в этом мире, Господь, мы просим Тебя, благослови их. Просто, как сказал поэт, как луч света в темном царстве, Господь. Посреди всего этого мракобесия пусть будет здравый смысл у них во имя Иисуса, Господь. Благослови. Господи, и мы просим Тебя за каждого члена нашей церкви, за всех людей, которые когда-либо были в нашей церкви и которые еще придут, Господи. Где бы они сейчас ни находились, многие отсутствуют по каким-то причинам. Где бы они ни находились сейчас, Господь, просим Тебя, благослови их, как мы их благословляем. Благослови всех, кто здесь находится, Господь, на этот предстоящий год. Господи, пусть он будет лучше, чем предыдущий, Господь, во имя Иисуса. Господь, пусть воля Твоя, она воплощается в жизни людей. Господь, мы просим Тебя. Мы просим Тебя о том, чтобы жизнь людей и в нашей церкви, и в нашем городе, и в нашей стране, она менялась к лучшему, Господь. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь, то есть да будет так. Пусть будет так. Давайте мы Богу аплодисменты дадим. Слава, слава Ему. И, пожалуйста, не садитесь, нас сегодня не так много. Вы знаете, у нас добрая традиция, мы приветствуем друг друга. И если вы видите человека первый раз, или вы кого-то давно не видели, у нас люди пришли, возьмите минимум 4 человек. Пожалуйста, подойдите к кому-нибудь обязательно. Скажите что-нибудь хорошее и благое. Пусть у нас никто не останется без приветствия. Уже прямо сейчас можно начать тусить, ходить. Помолитесь за кого-то, благословите, скажите что-нибудь хорошее. Давайте мы возьмем какое-то время.
suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Смотрите, как у нас все собрание ушло на задние ряды. Как бы вообще классно. Общение идет. Подождите, еще Новый год не начался. Еще рано. Пока мы продолжаем общаться, уже можно возвращаться на свои места. И дети, кто здесь есть, пожалуйста, выходите вперед. У нас добрая традиция, мы молимся за детей, благословляем их. Поэтому все дети, подростки. Вот еще один подросток. Небольшой. Рад видеть, Паш, когда прилетел. Слава Богу. Чуть Ромки не сказал. У нас, посмотрите, обратите внимание, у нас Рома, помаши рукой. Рома демобилизовался, вернулся из армии. Рады тебя видеть, Ром. Живого, здорового, невредимого. Он служил срочную службу, если что. Ну, по призыву. Слава Богу. Давайте мы помолимся, благословим детей. Как-то у нас сегодня немного их. Семейными кланами встали. Ну ладно. Вы знаете, зачем и почему мы это делаем? Еще раз. Важно благословлять детей. И важно благословлять их не только на собраниях, не только в церкви, но важно это говорить вообще каждый день. Желательно. Потому что ничто не заменит благословения родительского. Ни один священник, ни один пастор, он не сможет этого заменить. Потому что сила есть в словах людей и есть сила в словах родителей. Поэтому я вас призываю, говорите доброе, благое, хорошее. То есть благословляйте детей своих. Да. Нельзя убежать от благословения Господнего. Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка и подростка в нашей церкви, за всех, кто сейчас в зале, и за каждого, кто отсутствует по каким-то причинам. Кто-то уехал в отпуск, кто-то уехал в деревню, кто-то на юга уехал. Где бы они ни были, Господь, мы просим Тебя, благослови их, как мы их сейчас благословляем, всяким Твоим благословением. Господи, пусть Твоя рука будет над их жизнью, уберегая их от зла во все дни их жизни, Господи. Я провозглашаю крепкое здоровье, физическое и крепкое здоровье духовное, Господи. Пусть каждый из них, он знает, что такое хорошо и что такое плохо, Господи. И пусть никогда не идет на компромиссы со своей совестью. Пусть у них будет сильный характер, Господь, характер от Бога. Господи, я призываю, что каждый из них, он раскроет в полноте все те таланты, которые есть в нем, Господи. Потому что каждый человек чем-то одарен. Потому что мы сотворены Тобой. И Ты в каждого вложил что-то особенное, Господи. Помоги им раскрыть эти черты, помоги их развить. И я провозглашаю, что они будут лучшие в какой-то сфере. Каждый из них, Господь. Люди будут смотреть на них и удивляться, как все хорошо у них получается. И будут воздавать славу Тебе. Пусть это будет реальностью в их жизни. И весь Божий народ сказал: Аминь. Да будет так. Слава Богу. Все, я не знаю, у нас детское служение есть, да, сегодня? Хорошо, тогда дети могут идти на детское служение. У нас тут детей почти чуть ли не половина зала. Ну, по крайней мере, зал опустел, когда все разбежались. Хочется сказать, собрание еще не кончилось, остановитесь. Еще раз, я не могу не сказать вам комплименты, что вы пришли сюда 31 января, декабря. Я уже тороплюсь. Да, последний день года, месяца. И у всех так или нет? Вот когда самый хлопотный день? Вот вообще в году, как правило, это 31-го. Готовка, непонятно, что там вообще делать, и гости придут.
Это, ну, на самом деле приятные хлопоты, да, когда тебе есть с кем праздновать, есть когда кто приходит. Но это не отменяет того факта, что вы крутые. Потому что прийти 31-го... Вы знаете, я смотрел, например, многие церкви в нашем союзе отменили собрание. И мне хотелось спросить, а что, так можно было? У меня даже мысли не возникло, что как бы, ну, знаете, вот, слава Богу за вас. Знаете, я думаю, что церковь, она как бы, когда человек, он уверен, что в любое воскресенье, в одно и то же время, там есть собрание. Ну, прямо форс-мажор должен быть, да, какой-то там, я не знаю, там, ну, не знаю, пастор умер, например, да, и то как бы есть замена, да, или еще что-нибудь такое, да, вот, ну, а так, ну, слава Богу, в общем, за вас. Прошлое собрание у нас тоже было особенное, потому что это был канун Рождества, и мы говорили много про Рождество. И вы знаете, в следующее собрание опять будет Рождество. И у нас опять будет праздничное собрание, и слава Богу! Поэтому добро пожаловать 7 числа на праздничное богослужение сюда, к нам, в 11 часов. У нас уникальная страна в этом плане. Мы живем по 2 календарям, и по старому стилю, и по новому, и скоро будет Старый Новый год опять, да? Тоже 14-го. Вот. И, знаете, я сегодня хотел бы поговорить про подарки. Потому что мы говорили про то, что произошла замена в России, замена праздника Рождества, вот этой всей атмосферы. То есть после революции плавно сместилась на Новый год. Это было сделано осознанно, потому что государство на какое-то время боролось вообще с религиозными традициями, праздниками, с церковью. И у нас все плавно, теперь вот как бы главный праздник в стране, Новый год. Мы дарим подарки, вот такой вот семейный праздник. Но я в прошлое воскресенье касался этого, да. Вы понимаете, что на самом деле вот эта вся атмосфера, это атмосфера Рождества. Что елка, она рождественская, звезда там вифлеемская, не красная. И посмотрел, да, какая у нас вообще никакой нет. Ну, у нас вот она висит, вифлеемская звезда. То есть это та звезда, которая привела мудрецов, вы помните, да, к тому месту, где родился Иисус. Вот, и традиция вот эта, которая зародилась вообще, дарить подарки, это тоже на Рождество. И потом, ну, как бы, знаете, у нас есть то, что есть, у нас как бы теперь на Новый год такое вот, и вообще христиане, они на Рождество дарят, и на Новый год дарят, и потом еще одно Рождество, и как бы для родителей вообще самый затратный период, как бы, да, то есть везде подарки, 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 и вы помните, у нас епископ рассказывал, когда, ну, он совсем в другой связи приводил этот пример, когда к нему ребенок подходил и говорил, что, дочка, что ей одеть нечего, и когда у тебя 7 детей, из них 6 девочек, которые не хотят одевать одно и то же платье, да, которое было на прошлый год, я вообще не представляю это. Ну, как бы, вот где вера нужна, да, для родителей. Откуда вообще все пошло? Мы все читали Евангелие, и вы помните, что мудрецы с Востока, или волхвы, в другом переводе их называют, они первые принесли подарки Иисусу. И оттуда вот это вот дело, как бы, оно зародилось, да, то есть принесли на день рождения дары, или современным языком подарки. Давайте мы прочитаем это местописание, это Матвея, 2 глава, с 9 по 11 стих. Здесь говорится про мудрецов. Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Принесли дары, или подарки, да, по-нашему. Знаете, я как-то смотрел однажды одного, такой юморист на английском языке, вы знаете, есть такие
они как стендаперы, но христианские. На самом деле очень смешно и касаются христианских тем. И вот он, знаете, у него такая была тема, он разговаривал про вообще вот эту всю ситуацию с подарками, про Рождество. И он говорил, что если очень внимательно вот изучить этот факт, когда были подарки, то там отсутствует один очень важный теологический факт. Вот в подарках, на подарках не было никакой оберточной бумаги. Не было никакой праздничной упаковки. Ну, то есть он такую вот шутку вот из этого делал, то есть вы понимаете. Потому что сейчас у нас старшее поколение или мужчины, они как-то так, дай волю нам, мы бы как бы вообще бы ничего не заворачивали ни в какую бумагу, да? Ну, во-первых, потому что как-то кто-нибудь из мужчин пробовал заворачивать подарки? У кого хорошо получается? Скажите, что у женщин гораздо лучше, да? У них как-то руки в этом плане и мозги правильно работают. Потому что заворачиваешь, потом хочется вообще, слава богу, за скотч. Потому что если бы без скотча завернуть, это вообще невозможно. Но я заворачивал, и как бы так смотришь, думаешь, я положу вот этой красивой стороной под елку, и нормально будет, как бы, да? Но вот с мудрецами что было? Вообще никаких праздничных упаковок не было. Ни пакетиков праздничных никаких. Почему? Вот этот человек, он слушает, во-первых, они были мудрецы, а во-вторых, они были мужчины. Ну и, соответственно, вытекает все из этого, да, как бы женщины, наверное, бы как-то это дело завернули бы совсем по-другому. Я смотрел на статистику, вы знаете, я не знаю, мне как-то с трудом в это верится. У нас такой как бы статистики не ведется, но вот в Америке, например, знаете, они посчитали, что половина всей бумаги в стране, она уходит на праздничную упаковку. То есть вот в канун вообще, не только Рождество, но это понятно, что это основное, потом всякие дни рождения там и так далее, и так далее. То есть 8 тысяч тонн бумаги уходит на упаковку. И знаете, как обычно, я знаю, как женщины распаковывают, или вот у меня дочери бывает распаковывают, бумажка, она аккуратно срезается, все сворачивается, потом можно еще раз завернуть. Но я себя поймал на мысли, мужчины, они как раскрывают, да, там как бы все разодрал, и уже ничего не используется, все выбрасывается. Рынок вообще вот оценивается, оборот, знаете, там 2,5 миллиарда каждый год уходит, люди тратят на упаковку, на праздничную упаковку. Огромная сумма денег, казалось бы, ради чего вообще все это? Только для того, чтобы бумага, она скрыла, то, что находится там в этой коробке или в каком-то пакете, да, чтобы человек, он заранее не знал, и чтобы он не догадался, да. Я один раз видел, знаете, такой мемчик, когда кто-то велосипед дарил, явно мужчина упаковывал, и он просто взял весь велосипед вот так бумагой, всю раму, колеса там завернул, как бы она завернута, ясно и понятно, что это велосипед, то есть как бы там больше никак, да. Но еще раз, цель упаковки, она к тому, чтобы скрыть, да. У меня такое большое вступление, я к чему-то веду, вы не переживайте, то есть сейчас все будет. Давайте еще раз посмотрим 11 стих, Матфея 2 глава, то, что мы прочитали. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, впав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Я бы сегодня хотел посмотреть, знаете, мы празднуем Рождество Иисуса Христа, то есть день рождения Иисуса. Первый подарок, который ему принесли мудрецы, они вот принесли ему золото, ладан и смирну. Мы сейчас посмотрим, что это такое. И вопрос, мы верим, что Иисус, Он живой? Мы празднуем Его Рождество? Возникает вопрос, а мы что-то должны Ему дарить? Вот давайте мы об этом сегодня поговорим, да? И первый самый подарок, да, вообще все эти подарки, вы знаете историю Рождества. Сразу после этого, после того, как мудрецы, они ушли, что произошло? Царь Ирод, имя стало нарицательным именно поэтому, да, он потом приказал там младенцев всех поубивать. И Иосиф и Мария, Бог им открыл, что нужно бежать в Египет. И они убежали в Египет, и
очень большая вероятность, что вот те подарки, которые мудрецы подарили, они как раз пошли на то, чтобы существовать, безбедно жить. Потому что, представьте, бежать в чужую страну, и в те времена, то есть самолетов не было, просто так билет не купишь и не срулишь куда-то, да, то есть это путешествие. Причем там Аравийский полуостров, пересекать пустыни и так далее. И большая вероятность того, что вот эти дорогие подарки, они использовались ради того, чтобы поддержать Иисуса, его семью, его Иосифа и его мать, да. Но, вы знаете, я думаю, что такие параллели, не знаю, насколько вообще все удачно будет, вы мне потом, может быть, скажете, но вот эти вот подарки, которые были, да, они были для того, чтобы поддержать семью, но я верю в то, что есть какой-то скрытый смысл в каждом в этом подарке. То есть это не просто подарок, но вы знаете, как весь Ветхий Завет на самом деле, все события, они указывают на Иисуса Христа. Все указывает на Него. Казалось бы, что бы там ни было, вы знаете, что Иисус своим рождением, своей жизнью, своей смертью на кресте, Он исполнил более 300 пророчеств. И никто, даже если ты тщательно запланируешь что-то, невозможно такое сделать, потому что некоторые события, они не зависят от тебя, как, например, рождение где-то, да, когда кто-то, и так далее, и так далее, и так далее, смерть. И я верю, что вот эти вот дары, которые были даны, это, знаете, как оберточная бумага. То есть есть какой-то скрытый смысл, когда их, если раскрыть, посмотреть, то есть какое-то значение в этом. Итак, самый первый подарок, который был, это золото. И золото, тут все легко. Самый простой, у нас до сих пор золото это самый, это ценность. Я вот посмотрел вчера, зашел, сколько стоит сейчас золото. У нас, знаете, есть торги биржевые, и там все в долларах за троицкую унцию, то есть $2000. Я помню, вот еще там 1200 было буквально там, несколько лет назад. Сейчас за 2000. То есть любая нестабильность какая-то, все бегут в золото, потому что, даже и так бывает, что люди вкладываются, да, в металл. Я посмотрел, сколько стоит вообще сейчас у нас Центральный банк, он выставляет курс на вчерашний день в районе 6000 рублей за грамм. Сейчас стоит золото, если кто не знал, я давненько не это, очень удивился. То есть килограмм, видели вот слиточки, золото на самом деле плотность большая, килограмм это не очень большой слиток, это 6 миллионов рублей. Нормально тогда. Куча денег, и на Востоке золото, оно всегда было в ходу. И более того, золото это всегда признак царственной особы какой-то. По большому счету, огромное количество золота могли только позволить себе цари, знать, потому что это очень дорого. Да? И знаете, как просто пример привести? Вот знаете, был такой фараон в Египте Тутанхамон. Кто-нибудь знает вообще, чем он знаменит? И на самом деле до 1922 года никто знать не знал про него. Но в 1922 году, не так давно совсем, хотя уже больше 100 лет прошло, да? Казалось бы, вот оно, 20 век. Я в 20 веке еще родился, поэтому это совсем недавно, казалось бы, да? Я же не могу быть таким древним. Британский археолог, они нашли гробницу вот эту Тутанхамона. И представляете, она простояла 3200 лет, и вот они ее вскрыли, зашли туда, и все ахнули. И весь мир говорил только об этом. Это было в 1922 году. Больше 3200 лет гробница простояла нетронутая в том первозданном виде. И сейчас там уже проводят всякие анализы, кости его там все, остатки его на ДНК, спектральные и так далее. То есть говорят, что парню было 19 лет, правил он 10 лет, там с 9 до 19. Но вся фишка в чем? Знаете, на нем тело было забальзамировано, и на нем была маска, да, 10 килограмм золота. И я хотел сделать фотографии, потом решил, не отвлекать вас от этого. Если вы видели какую-то маску такую фараона, золотую, это, скорее всего, маска Тутанхамона. Более того, вы знаете, вот его саркофаг, его гробница, она состояла из 3 контейнеров. Один вставлен в другой, да, вот как на кухне мы делаем, бывает, какую-то посуду одну в другую складываем, у него было 3 гроба, каждый был сделан из золота. Представьте, вот один в другой, как матрешки. Я к чему это? К тому, что золото
металл царей, королей, фараонов, царственных особ. Да? Еще один персонаж, например, Кир Великий, царь, который упоминается в Библии несколько раз. На самом деле, если кто изучал историю, то есть это где-то 500-е, 600-е года до нашей эры он умер. И он основатель Ахменидской державы, не могу, может быть, правильно выговорить, это в Персии. То есть на территории современного Ирана есть такая небольшая гробница, скромная, не как у фараона, то есть она сделана из камней. Кто-то говорит, что, вот, кстати, архитектор мавзолея Ленина, он вдохновлялся в том числе вот этим, то есть, ну, как бы там похожая, знаете, такая крыша, колонны, какие-то такие темы. Суть в чем? Александр Македонский, когда завоевывал Персию, он приказал вскрыть гробницу Кира Великого. И то есть вот до Александра Македонского она стояла нетронутая, ее вскрыли, и тоже все были поражены, как бы у него тоже был золотой гроб, было какое-то ложе там с золотыми ножками, куча драгоценностей всяких таких и так далее. Вот, и до нас это не дошло, когда Александр, он поехал дальше, кто-то расхитил эту гробницу, говорят, что даже кто-то из его солдат, которые должны были охранять, он потом вернулся, вроде как всех казнил, что-то восстанавливали, но до нас-то не дошло, но с ним был историк Ариан, такой древний, который вот это все дело описывал. Но что я хочу показать? Золото. Власть в стране, царствующая особа, золото. И вы все знаете, слышали, по крайней мере, не знаете лично, но слышали, царь Навуходоносор, который, Носор или Насор, как правильно? Навуходоносор. Про него также есть упоминание в Библии, история рассказывает. Вы помните эту историю? Парень при жизни настолько возомнил о себе, что он приказал поставить себе памятник, сделанный из золота. Не знаю, не помню уже точно, вот целиком из золота, или это был истукан, который был покрыт золотом. То есть, знаете, как у нас сейчас покрывают сверху, да, напыление. Но вы понимаете, что сейчас современные методы напыления можно тончайшим слоем нанести золото. Тогда таких технологий не было, ну и покрывали достойно. В любом случае, это был памятник, и все жители страны, они должны были поклоняться этому истукану. И вы знаете, что 3 юношей, Сидрах, Месах и Авдинага, они отказались этого делать, но это уже совсем другая история. То, что я хочу донести, золото – это металл королевских особ, это металл царей. И это царский подарок. И то, что я хочу вам показать, вы знаете, когда вот эти волхвы, когда они пришли к Иисусу, к младенцу, и они дарят ему золото, это как еще один, они чествуют царя. Более того, вы знаете, даже если на самом деле, вот мы то, что читали в Евангелии от Матфея, вы помните, что когда взошла эта звезда, и они пришли к царю Ироду, который был тогда в Иудее, и они ему сказали, а где здесь родился царь иудейский? Потому что мы видели звезду его, которая взошла. И только из-за этого, потому что Ирод, он боялся конкуренции, он думал, что это будет земной царь, и что его, соответственно, подвинут, не может же быть 2 царей. Да, вот эти все репрессии, которые были, убийство младенцев и так далее, все гонения, просто вот из-за ревности такой обыкновенной человеческой. Человек, который не понимал вообще Божьего замысла. Да? Но суть. Золото – это для царя. Да? Иисус – это царь. И они пришли его чествовать как царя, и золото, оно на это указывает. И вы помните, книга пророка Исаии, 9 глава. Я прочитаю в новом русском переводе, хорошо? Особенно Ветхий Завет, и когда такое, более понятно, чем синодальный. С 6 по 7 стих. «Ведь младенец родился нам, сын дан нам, на плечи его будет возложена власть, и он будет назван чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь, дарующий мир. Умножению власти его и мира нет конца. Правит он на престоле Давидова царством его, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне и вовеки.
ревность Господа сил сделает это. Итак, Иисус был рожден для того, чтобы стать царем, чтобы быть царем. Ни у кого возражений нет в этом? Хорошо, что мы пришли к согласию. Вопрос. А что можно подарить царю? Молодцы. Знаете, как сейчас в современном мире часто вот бывает, идешь, да, к человеку, например, и спрашивают, а что подарить человеку, у которого все есть? Мудрецы принесли золото. Ну, хорошо, если у вас есть золото, чтобы подарить. Вы помните, да, мы говорим, что мы можем подарить Иисусу. Но вы понимаете, как бы, если вы просто принесете какое-нибудь ювелирное изделие небольшое, ну, как-то золото, понятно. Не царский подарок, наверное, да? Я не думаю, что они принесли какой-то маленький браслетик один и все, и оставили. Я думаю, что золото подразумевает, что его было много, да? По 6 тысяч рублей за грамм. Ну, как-то много, наверное, не надаришься, да? Итак, что же подарить Иисусу такое же ценное, как золото? Сопоставимое, достойное царя. А мы чуть позже этого коснемся. Давайте пока следующий дар, следующий подарок, который был. Ладан. И многие люди не знают, что такое ладан. Я взял прямо исторические справки. Вы знаете, вообще на самом деле, вот ладан изначально, то, что вот там было, это ароматическая смола, которая получается из 3 видов деревьев. Вообще сорт называется Босвелия. И они растут в Восточной Африке, на Аравийском полуострове, в Азии, там они немножко отличаются. Я тоже хотел вам сделать картинку, но суть в том, что, знаете, это такой, я бы сказал, это куст. То есть деревом его даже, ну, по нашим понятиям, как бы называть, от 3 до 5 метров, небольшой ствол такой, как бы листики такие, как бы, ну, как вот все, если кто был на Востоке, если были в Израиле, там растительность, она такая, ну, солнце палит как-то. И его получали следующим образом, то есть ствол царапали, ну, или делали прям глубокий надрез, и сок, он тек, смола, и она постепенно застывала. И я понимаю, что когда мы что-то вот в нашем понятии смола, это, ну, как хвойные породы дерева, например, там листвяк, которые очень смолистые, и там невозможно от нее отделаться, если на одежду попало, то все, туши свет, ничем она не смывается и так далее. Но здесь суть в чем? Это не северная порода дерева, да, там смола совсем другая, она превращается, знаете, в такие, как кусочки, вот как канифоль кто-то видел или что-то вот похожее, вот такая вот смола. Она кусками застывает, и ее вот использовали для разных способов. Сейчас мы этого коснемся, но я хочу обратить ваше внимание, что, вот, например, в православной церкви до сих пор то, что называют ладаном, это смесь, которая используется для богослужения в храме. Вот то, что они каждение делают, и вот кадят они именно, они ложат ладан, его сжигают, и вот это благоухание. Поэтому вот любая смесь, которая вот сейчас используется, она также может называться ладаном. Но это не означает, что это тот самый ладан, да? Вот. Но ладан до сих пор используется, знаете, в современной промышленности. Его добавляют в парфюмерии, в косметику, в различные крема. Потому что если эту смолу, ну, то есть она обладает ароматическими свойствами, то есть когда ее сжигаешь, добавляешь куда-то, она приятно пахнет, благоухает. Добавляют в лосьоны, в мыло, в духи и так далее, и так далее. Но в самом начале, знаете, вот если открывать не будем, но Левитам, 2 глава, 2 стих, да, вы знаете, это то, что Бог, Он заповедал, когда еще до закона даже Моисеева, это то, что сжигали пред Богом в храме. Вот именно воскурение, это было ладан. И потом, когда его смешивают с определенных пропорциях, сейчас мы об этом прочитаем, это вот было специальное воскурение, приятное благоухание пред Богом. Давайте мы посмотрим книгу «Исход», 30 глава с 34 по 38 стих. И еще раз
Ветхий Завет я прочитаю в новом русском переводе. Итак, 30 глава с 34 стиха. Господь сказал Моисею: возьми благовоний, стакти, аниха и хельбана с чистым ладаном, всего поровну, и сделай искусно приготовленный благовонный состав. Пусть он будет подсолен, чист и освященен. Истолки его в порошок и положи пред ковчегом свидетельства в шатре собрания, где я буду встречаться с тобой. Это будет великой святыней для вас. Не делайте себе благовоний по этому рецепту. Помните, что это Господня святыня. Всякий, кто сделает подобный состав, чтобы наслаждаться его запахом, будет исторгнут из своего народа. То есть ладан изначально это было приношение, то есть дар пред Богом, который Он заповедал делать. Причем, вот, знаете, определенный состав, чтобы это отделились и, нечто особенное пред Ним. Что я пытаюсь показать, к чему я пытаюсь подвести, это, знаете, тот ладан, который принесли Иисусу, знаете, это как прообраз, это такой намек на то, что это Бог. Иисус был Бог во плоти. Аминь. И Он был достоин не только царского подарка, но и такого подарка, который угоден Богу. И поэтому Ему мудрецы, они принесли ладан. И этот подарок, он провозглашает, что этот младенец – это Бог, явившийся во плоти на эту землю. И на самом деле, знаете, вот если прочитать Матвея 1 глава, 23 стих, и в свою очередь Матвей, он здесь цитирует пророку Исаию, 7 глава, 14 стих, если кому интересно. «Вот, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Еще одно пророчество, которое сбылось, да? И, знаете, давайте посмотрим еще Колоссянам 2 глава, 9-10 стих. Написано: «Ибо в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Еще раз. В Нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества. Он есть Бог. Полноценно, на 100%. Вы знаете, уникальная личность. На 100% был человек, на 100% Бог. И вы имеете полноту в Нем. Это то, что провозглашает ладан, как подарок, да, что Иисус был Бог во плоти, который пришел на эту землю. И у нас есть третий подарок, третий дар, который принесли мудрецы. Это смирна. И смирна на самом деле это тоже еще одна смола другого дерева, которая использовалась для определенных вещей. Мы сейчас на это посмотрим. И на самом деле вот смирна – это именно тот подарок, который вот интригует больше всего. Почему? Потому что, да, Слово Божие, оно говорит, что Иисус, Он царь, то есть золото, оно на это показывает, да. Послание ладана – это то, что Иисус, Он Бог, но послание Смирна – это то, что Он Спаситель. Сейчас мы посмотрим это. Самая главная причина, по которой Иисус, Он пришел на эту землю, в чем заключается? Он пришел для того, чтобы стать жертвой за грех, для всего человечества. Вы понимаете это, да? Чтобы стать жертвой за твой грех, за мой грех, за грех каждого человека. В этом Его предназначение, это Его главная цель. И Его кровь, она покрывает все наши грехи. Как по принципу, как в Ветхом Завете, да, то есть нужно было жертвенное животное для того, чтобы покрыть грех. Вы знаете, да? И первосвященники или священники, они чем занимались? Они постоянно приносили жертву за грех. Да? Но
Давайте мы прочитаем. Евреям 7 глава, 24 и 27 стих. «А сей, как пребывающий вечно», то есть говорится про Иисуса, да, «имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отдаленный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, которые были раньше, да, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Итак, Смирна как подарок, куда она ведет, что она открывает, как она вообще укладывается в картину, которую я тут пытаюсь вам показать. Первое – это то, что Иисус пришел принести жертву как первосвященник. Он наш первосвященник, вы понимаете, да? А вы знаете, что Смирна, вот эта смола, она использовалась в Ветхом Завете для приготовления масла, того состава, который использовался для того, чтобы помазывать священников на служение. Это написано, давайте мы прочитаем, книга Исход, 30 глава, с 23 по 25 стих. Здесь говорится следующее. «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточный 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира», то есть это вот масло, иногда тоже путают смирну, смира, то есть мира – это вообще тот состав, куда входит в том числе и смирна, вот эта смола, для того, чтобы помазывать священников, да. «И сделай из всего мира для священного помазания мазь составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания». Когда человек, он помазывался в прямом смысле на то, чтобы быть священником, вот это вот масло, вот этот состав, оно с этого момента отделяло его от всего остального народа. Он был посвящен Богу, да, чтобы служить Ему. Итак, Смирна, вот эта смола, которую мудрецы, они принесли младенцу, оно провозглашало в том числе, что это священник, что это первосвященник. И он пришел на эту землю для того, чтобы принести лучшую жертву. Я не знаю, как назвать ее, то есть ту, которую нужно принести один раз, и этого будет достаточно. Потому что до этого священники, они постоянно приносили жертву. Сначала за себя, чтобы очиститься, после этого за людей и так далее, и так далее. Вопрос. Иисус где эту жертву принес? Как священник? На кресте. А в чем эта жертва она заключалась? Он сам и был этой жертвой. Он не просто священник, но он еще и жертва, которую священник он использовал для искупления. И Смирна она указывает на это, что он был не только наш первосвященник, но он еще и жертва совершенная за наш грех. И его смерть, как совершенная жертва первосвященника, он принес, и этого достаточно для всего человечества. С той поры больше не надо никаких жертв приносить. Ты понимаешь, что если ты пытаешься где-то там какую-то жертву чего-то сделать, да, ты умаляешь его жертву. Этого достаточно. Он уже заплатил за все. Но вы знаете, интересная вещь, что Смирна на протяжении более 1000 лет она входила в состав, которым обрабатывали
тела после смерти для того, чтобы их забальзамировать. Та же самая Смирна. И после того, как Иисус, Он умер на кресте, давайте мы прочитаем эту историю. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 38-40 стих. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав, внимание, из смирны и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. То есть они его запеленали, пропитали его, все тело и так далее. Итак, сразу после своего рождения Иисусу в том числе подарили смирну, да, вот эту вот смолу, кусочки. А сразу после того, как он умер, его тело, оно было завернуто также в состав, который содержал смирну. То есть смирна, она также говорит, указывает на его смерть и на его погребение. Еще, знаете, такая, не сочтите вот как бы за то, что, знаете, кто-то может сказать, да что ты там сову на глобус натягиваешь, да, или там за уши притягиваешь. Но я верю, что, знаете, у Бога все не случайно вообще на самом деле. И многие вещи, которые тебе сразу, они непонятны, ну, я не думаю, что это просто так. Да, это были драгоценные смолы, которые использовались в те времена и для благоуханий, и они стоили кучу денег, потому что на территории Израиля, ну, они где-то не прямо там это было. Сейчас вообще вот дерево, оно растет в Омане, очень много как бы, то есть вот в самом Израиле, насколько я знаю, нету. В Сомали очень много, ну, вот разные породы, разная смола. Но интересный факт еще, знаете, вот ладан, про который мы говорили, который указывает на Иисуса как на кого? Как на Бога, да? Для того, чтобы он начал давать благоухать, его что нужно? Его нужно сжечь. То есть вот его сжигают, в процессе сжигания появляется приятный запах, да, вот воскурение. Именно поэтому его используют в кождении. А вы знаете, для того, чтобы смирна, она начала выделять запах, ее нужно истолочь. То есть вот эти капли смолы, ее просто в порошок все стирают, растворяют, и она дает благоухание. И прежде чем Иисус, Он умер на кресте, что произошло с Его телом? Его также, ну, кости были целы, мы знаем, да, это, но те мучения, через которые Он прошел, вы знаете, не знаю, насколько такие параллели, но Его тело, оно было избиваемо и сокрушаемо римскими солдатами. Я подхожу уже к концу, наверное, проповеди. И в заключение хочу еще раз сказать, да, то есть смотрите, золото указывает нам на то, что Иисус, Он царь. Аминь. Ладан указывает на то, что Иисус, Он Бог. Но смирна указывает на то, что Он наш Спаситель. Он наш первосвященник, и Он наша жертва за грех. И это те дары, те подарки, которые мудрецы с Востока принесли для того, чтобы поклониться Ему. Вообще странные персонажи какие-то, вот на самом деле, если подумать, где-то какие-то мудрецы, вот Бог им показал, да, принесли что-то, кто такие, откуда взялись, как пришли, так и ушли. Но они пришли для того, чтобы поклониться Ему, да. Вопрос, который я бы хотел, чтобы каждый из нас он задал себе сегодня утром. Я что могу подарить Иисусу? На Его рождение, на Его Рождество, что я могу Ему подарить? Что можно подарить Богу, Царю и Спасителю, у которого есть все? Ну, Он Бог, который создал
Он не нуждается на самом деле вообще ни в чем. Он не нуждается в твоем золоте и в любых других дорогих подарках. Мы, да, должны приносить Ему десятины. Мы, да, должны приносить Ему свое время. Мы должны приносить Ему свои таланты. Но чего на самом деле Он хочет? Потому что когда, вы знаете, вот, например, для чего вообще вот это все было? Я глубоко убежден, разве в Ветхом Завете Бог, Он нуждался в чем-то? Зачем Он устанавливал вот это все, вот эти сложные правила, например? Вот ладан, вот этот состав, который делался, и мы читали про него сейчас, что сделайте, и пусть это будет священное. Никогда не делайте этого дома для себя, потому что пахнет приятно и классно, и не так много всего было приятно пахнущего в те далекие времена. Души не было и так далее, и так далее. Говорит, для себя никто не смейте. Если кто-то использует этот состав, пусть будет изгнан. Зачем так Бог сделал? Вы знаете, я думаю, Он для нас это сделал, для людей. Человек сегодня и тогда он одинаковое естество. Для него это не нужно, для нас нужно. Тем самым мы показываем, что мы ценим, во что мы вкладываемся. Вот вы сегодня утром сюда пришли, я могу сказать, я вижу приоритеты в жизни. Без всякого осуждения. Ситуации бывают разные. Те, кто дома остался, там, понятно, из заботы и так далее. Я вообще не в эту тему. Но вы понимаете, о чем я. То же самое, когда ты даешь десятину, мы большую половину своей жизни тратим на то, чтобы зарабатывать деньги. Это самое ценное, что есть в этом материальном мире для нас. Мы ради этого работаем. И когда ты жертвуешь деньги, ты для себя, ты свое сердце обрезываешь. Богу не нужно, тебе нужно. Чтобы не потерять берега. Ты Его почитаешь этим, да? Ладно, хорошо, мы этого коснулись, не хочу в эту дальше тему углубляться, но на самом деле, а чего Он хочет-то? Какой подарок Он жив сегодня, какой подарок мы можем сделать Ему, который бы угодил Ему? Вы знаете, на самом деле, вот те дары, которые принесли мудрецы, на то они и мудрецы, они говорят все сами за себя. Иисус, Он хочет быть твоим Богом, Он хочет быть твоим царем, и Он хочет быть твоим спасителем. И Он хочет тебя всего и без остатка, целиком. И ничего больше. Я однажды, может быть, у кого-то были такие истории. Это не со мной происходило. Знакомый пастор, я с ним разговаривал, он говорит, что один мужчина подошел к нему и говорит, что я хочу стать христианином. Что мне нужно для этого сделать? Он ему объясняет, что на самом деле все, что нужно, это прежде всего верить, что Иисус, Он Сын Божий. Ты веришь? Он говорит, да, верю. Второе, то, что нужно сделать, это признать, что я грешный человек, и попросить у Него прощения, покаяться в грехах своих. Говорит, да, я готов. Потом, он объяснял ему про водное крещение и говорит, что суть этого в чем? Что нужно признать Иисуса Христа своим Господом. И он ему начал объяснять дальше, что вот Господь по-русски, легко сказать. А что это означает на самом деле? Это означает господин, да, это то же самое слово, просто так вот перевели, вот такое мы как-то его отделили. Но суть этого слова господин, и что Он мой господин. Я касался этого неоднократно на собраниях. Нам тяжело это понять. У нас нет рабовладельческого строя, у нас давно нет господ. Но во времена Иисуса были рабы и были господа. И если ты Его признаешь своим господином, соответственно, ты Его раб. Оттуда раб Божий, да? Но раб это что означает? У раба не было ничего своего. Все, что есть в его жизни, оно принадлежало Ему. Господину, Богу. Если ты признаешь Иисуса своим господином в жизни, то это означает, что все, что есть у тебя, это принадлежит Ему.
Вы знаете, что у рабов даже жены и дети, они были не их. Те дети, которые рождались в браке, в рабстве, они принадлежали господину. И поэтому я говорю, что часто это мое личное откровение, как я воспринимаю, что Бог тебя поставил в этой жизни как распорядителя над всем тем, что на самом деле принадлежит Ему. И в свое время Он с тебя спросит, как ты распоряжался всем тем, что тебе доверено. Но на самом деле тебе не принадлежит. И это касается твоих денег, это касается твоего имущества, это касается твоих детей, потому что тебе они не принадлежат, они принадлежат Ему, и Он с тебя спросит. Я не пытаюсь никого в страх загнать. Но вы понимаете, когда у тебя такое отношение, ты начинаешь смотреть по-новому на мир. И в этом вся суть, когда мы признаем Его Господином или Господом. И вы знаете, вот этот человек, вы помните, я рассказываю историю еще, да? Я как бы в сторону опять ушел. Но вот этот мужчина, когда он это все услышал, он сказал, что, знаете, вот это стало для него камнем преткновения. Он говорит, а я не готов. Людям страшно довериться до такой степени. Но, знаете, это тут, давайте мы прочитаем Римлянам, 10 глава, 9 стих. Да, даже не будем читать это. Но суть в этом, вот когда ты признаешь Иисуса Господом, вот это слово, оно и означает господин, Он мой господин. А я поставлен как распорядитель над своей жизнью, им. Еще раз, для того, чтобы принадлежать Иисусу, это включает в себя веру в Него, покаяние во грехах и исповедание Его. То есть исповедовать это что значит? Сказать, да, своими устами, своими губами, своей речью. То есть я сам сказал, я сам признал Его, что Он мой Господин. Сейчас бы я хотел вернуться, то, с чего мы начали. Про оберточную бумагу, вы помните? Про праздничную упаковку. Мы начали с этого, да, говорить. И вы знаете, на самом деле у Бога так все продумано. Он вообще обо всем позаботился. Вот нам на самом деле ничего и делать-то не надо. Только поверить и принять, да? Для того, чтобы Он был нашим спасителем. И многих людей это как-то напрягает, вот то, что я говорил, в смысле признать. Вот, но, вы знаете, у Бога все по-другому. Он же не такой господин, как в этом мире. Помните, как Он говорил, что да не будет этого у вас. Что в этом мире начальство, оно давлеет над вами и гнетет вас. Но у вас, да пусть будет по-другому. Это Иисус говорил ученикам Своим. Тот, кто мнит себя начальником, пусть будет слугою. И Бог, Он так и поступает. И казалось бы, ты вроде бы признаешь Его господином, но на самом деле у хорошего господина жить классно. Потому что Он заботится о своих. Вы понимаете? И когда ты под это входишь, как там, войди в радость господина своего. Классно и радостно. Но по поводу оберточной бумаги, смотрите. То есть, я к чему вас подвел? Лучший подарок для Иисуса – это кто? Ой, вроде на голове. Это я, это ты. Он хочет тебя целиком. Да, лучший мой подарочек – это ты. Как в мультике было. Суть в этом. Но Он не просто позаботился как о подарке, да? Но смотрите, как Он задумал про оберточную бумагу. Потому что вот, например, как я уже говорил, знаете, у меня постоянно подмывает. Особенно, когда, нет бумаги, не купил ты, там пакетика нет никакого красивого. Для мужчин как? Важно же просто, что суть подарка. Ты посмотри, что там. Давай просто коробку положим и все. Я сколько раз такой жене говорил. Что теперь, идти это искать все? Время тратить на это? Классный же подарок, коробку поставим, пришел, увидел, красота. Но вы знаете, я смотрю, например, у меня дочери есть
и то количество времени, денег, усилий, которые тратятся на упаковку, и вот это вот придать няшный вид, до меня только сейчас начала доходить суть-то вот этого в чем. Это не просто скрывает то, что там, чтобы какой-то сюрприз был. Но когда ты смотришь на все вот это вот красиво оформленное, вся эта упаковка, она говорит, что этот человек, он мне ценен, он мне дорог. Что это не просто так, на, 100 рублей в конверте. Да? Ну или там 1000 или 5000. Но это вложены усилия для того, чтобы это оформить красиво, и чтобы это придать и преподнести. И на самом деле это говорит, что я люблю этого человека. Ну, по-разному, вы понимаете, смотря кто, но это говорит об этом. Вы согласны со мной? То есть праздничная упаковка – это не просто для сокрытия чего-то, да, но это вот привносит, говорит о том, что человек тебе ценен, что ты потратил время, деньги, усилия для того, чтобы вообще заморочиться этим, все это украсить и сделать. Но вы знаете, что Иисус, Он настолько сильно хочет тебя, как подарок, что Он даже позаботился о том, чтобы была классная упаковка. Давайте мы прочитаем Галатам 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Что значит облеклись? Оделись, завернулись в Него. Он снаружи нас, мы в Нем. Когда ты принимаешь водное крещение, ты облекаешься, ты заворачиваешься во Христа. И это как праздничная упаковка, нарядная и красивая, потому что сами мы, не все, некоторые прямо блестят, но некоторые как бы и, но Бог смотрит на тебя уже как через Христа. Он видит тебя в этой праздничной упаковке. Лучшая упаковка, которая возможна. Иисус. Аминь. Слава Богу. Давайте мы поднимемся, потому что я закончил с проповедью. Давайте мы помолимся коротко. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, Господь, дай нам помнить, что сделал для нас Иисус, кем Он для нас является, и что мы можем сделать для Него. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы просто все слова в этой проповеди, все, что от Тебя, пусть оно, как зерно, упадет в добрую почву и даст хороший плод, Господи. А если я принес что-то человеческое, от себятину какую-то, пусть все умрет, не принесет никакого плода и забудется просто. Во имя Иисуса, Господь. Пусть будет так. Сейчас я хочу спросить, если у нас есть в зале люди, которые вы ни разу не молились молитвой покаяния, вы не принимали Христа как своего Господа и Спасителя. Если вы хотите, если вы верите, что Иисус Он Бог, и вы хотите с Ним примириться, я могу с вами помолиться. Это первый шаг. Если кто-то есть, поднимите руку, я помолюсь с вами. Хорошо? Да, это уже следующий шаг. Можно попросить просто выйти сюда также, вот, присоединяйтесь. Не, выходите, нормально. Если кто-то еще есть, если вы хотите, сейчас буквально, не садитесь пока, если можете стоять, дайте нам пару минут, я сейчас буквально объясню, что и как, и мы потом вместе помолимся, хорошо?
Давайте все вместе помолимся, глаза закроем, чтобы нас ничто не отвлекало. Давайте с вами помолимся, хорошо? Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, прости мне все мои грехи. С этого момента сделай меня чистой. С этого момента измени мою жизнь. С этого момента будь моим Богом, моим Спасителем и веди меня дальше по жизни. Я признаю, что Иисус Христос умер и воскрес на третий день, что Он Твой Сын. Будь моим Господом. Аминь. Аминь. Поздравляю вас. Можно я помолюсь за вас? Ничего? Давайте мы помолимся просто за сестер. Вы с Самгижи, да? Когда обратно? Уезжаете обратно или в Якутске остаетесь? 5-го? Будете приезжать, добро пожаловать к нам. Давайте мы помолимся за сестер во Христе. Господь, я прошу Тебя, Господи, благослови. Благослови сестер во Христе, как я их благословляю сейчас, Господи. Пусть Твоя защита, она будет над ними, Господи. Вот эти первые дни хождения с Тобой, Господи, я прошу Тебя, чтобы были реальные чудеса, чтобы они научились слышать голос Твой, Господи. Чтобы они получали ответы на молитвы, научи их молиться, Господи. Дай им людей, которые будут рядом с ними, которые могут оказывать им духовную поддержку, Господи. Тем более это не так сложно сейчас, когда есть телефоны и связь, Господи. Благослови их. И я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы их жизнь, она менялась с этого момента.